В пенсионном фонде подсчитали, сколько будет получать человек, который через 30 лет выйдет на заслуженный отдых. По мнению менеджеров фонда, при зарплате 170 тысяч тенге сложится вполне достойная ежемесячная пенсия в сумме 125 тысяч тенге. Однако у экспертов и пользователей соцсетей другое мнение на этот счет. Жительнице Нур-Султана Алисе Эрденбаевой 55 лет. Копить на старость начала с 1998 года. При зарплате чуть больше 100 тысяч тенге у нее на счету около 4 миллионов. После того, как Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос о досрочном снятии пенсионных накоплений для покупки недвижимости или для получения образования, у женщины появились новые планы на будущее. Говорит: если дадут пенсионные деньги, будет жить не хуже европейцев. До предложения президента мне дочь говорила: купи, мама, квартиру, в старости она тебя кормить будет. Ну, допустим, на мою зарплату и то, что не всегда доверяем стройкомпаниям. Я боюсь брать ипотеку на пустом месте. Поэтому моя пенсия, которая собралась, часть ее бы отдали, было бы хорошо не только мне, но всем, кто нуждается в жилье, делится Алась Эрденбаева. Один из возможных вариантов: на счету должно быть не менее 5 миллионов тенге накоплений, чтобы можно было частично снять деньги. Таких людей в стране всего 285 тысяч. Это примерно 3% от общего количества вкладчиков ЕНФ. По нашим прогнозам, правительство разрешит снимать порядка 30% накопления на приобретение жилья и на образование, или на медуслуги. Если у человека на счете 5 миллионов тенге, 30% – это 1,5 миллиона. Эта сумма является достаточной, по крайней мере, для первоначального взноса, говорит эксперт Института мировой экономики и политики при фонде первого президента РК Адиль Кусманов. Алась Эрденбаева в эту категорию, похоже, не попадает. Все будет ясно к концу года, когда правительство разработает механизм досрочного изъятия пенсионных накоплений. Сейчас в едином накопительном пенсионном фонде около 10 трлн тенге. Это почти годовой бюджет страны. Сотрудники ЮНФ рассчитали размер пенсии человека, который через 30 лет выйдет на заслуженный отдых. При зарплате 170 тысяч тенге получается 125 тысяч. Но некоторые казахстанцы, активно обсуждающие это, с выводами не согласны. Если, к примеру, привязать пенсию к доллару и проследить рост зеленого за последние 10 лет, а это примерное повышение в 3 раза, то через 30 лет доллар по логике должен стоить в районе 3000 тенге. Итого, мы имеем на руки чуть больше 40 американских долларов. Инфляция, катаклизмы, экономические дисбалансы, воровство наших накоплений. В общем, картина то совсем не радужная. 40 баксов на руки, пишет в соцсетях Закиржан Мамлютов. По мнению экспертов, взносы в ЕНФ на постоянной основе перечисляет всего 1/5 часть вкладчиков, 2 миллиона человек. Судя по их отчислениям, средняя зарплата составляет 40-50 тысяч тенге, и вряд ли они получат пенсию в 125 тысяч. Я не вижу смысла в расчетах ЕНФ, это похоже на какую-то манипуляцию. Даже если предположить, что человек будет получать 125 тысяч тенге пенсии, то их окажется очень мало. Еще надо учесть уровень инфляции и девальвацию. И вряд ли мы получим оптимистичную цифру, заявляет эксперт-социолог Института мировой экономики и политики при фонде первого президента РК Серик Бейсенбаев. В ЕНФ назвать число людей, получающих ежемесячно 170 тысяч тенге, затруднились, но предоставили информацию о среднем ежемесячном взносе вкладчиков. Он составляет 16 тысяч тенге. Звучит оптимистично, но между строк читаем, как в анекдоте: сосед ест колбасу, я – картошку, в среднем мы едим оливье. I'm an albatross. Yeah.